Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Чего вам именно сейчас в ближайшие дни необходимо опасаться? Что для вас опасно, что несет вам вред? Если не боитесь, если для вас это важно, актуально, пожалуйста, присоединяйтесь. И давайте будем смотреть. Загадайте на себя, назовите свое имя, обратитесь к высшим силам и попросите, чтобы указали, подсказали, отвели. Да? Вот чего нужно опасаться. Я думаю, все уже настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Высшие силы водят моими руками. Так. Но здесь выходят необдуманные решения. Импульсивные, эмоциональные решения. Мои хорошие, но я так понимаю, что вы можете психануть, вы можете вот прямо сгоряча рубануть и не подумать. Надо этого опасаться. Научитесь быть холоднокровным человеком. Ну, насколько это возможно, насколько получится. Старайтесь себя сдерживать, ну, просто вот с последних сил. Держите себя, держите ситуацию. Психануть вы всегда успеете. Я вижу, что какой-то непростой у вас тут момент, вот поворот, либо какая-то ситуация, проблема. Вы буквально, да, если это проблема, в 5 минутах от решения. Но вот эти 5 минут, они будут самыми сложными. Да, последние эти 5 шагов будут самыми сложными. И у вас вот накопилось, понимаете, стресс накопился, безверие накопилось, вот это вот чувство обостренное, что ну как же так, вот неужели высшие против меня, все против меня, вот никто не помогает, одна. Тянусь, борюсь, боже мой, может быть, это не мой путь, да, либо мне не стоит этим заниматься. Вы вот прямо сегодня, вот сейчас смотрите мою цыпку, и вы как будто бы вот готовы от всего отказаться. Вот, да, как говорится, психануть, сказать, да, гори, ну все синим пламенем, не хочу и все, не буду. Я отказываюсь, не буду этого делать, не буду туда идти, там, ехать, получать, не знаю, просить, не буду. Вот, если вы это сделаете, вы пожалеете, вот реально пожалеете, что не сдержались, что вот эти последние 5 минут не продержались, да, либо не сделали эти 5 последних шагов до своей цели, до своего получения решения, либо одобрения. Держите себя в руках. Если вы выдержите эти 5 минут последние, поверьте, вы своего добьетесь. Вы не просто добьетесь своего, а вы, решив эту проблему, либо разрешив эту ситуацию, вы же еще награду получите. Я не говорю про моральное удовлетворение, я говорю про действительную награду, которую можно и пощупать, и поддержать, и даже где-то ее применить. Поэтому наберитесь терпения, не психуйте, запретите себе дурные мысли, просто запретите. Все. Так долго вы шли, так долго вы жертвовали, терпели, платили, что-то кому-то доказывали, с кем-то, возможно, даже боролись. 5 минут, 5 шагов. Поверьте, силы еще у вас есть. Вот нервов не хватает, а силы есть. Поэтому блокируйте свою нервную систему. Просто вот представьте, что вы камень, скала. Скалы нервничают? Нет, не нервничают. Спокойненько стоят, да, на небо смотрят. Вот и вы в моменты эти приступы, когда вам хочется от всего отказаться, все бросить и послать к чертям, смотрите на небо. Смотрите просто на небо. Высшие вам помогут. Вот правда, дадут вам такой маленький допинг, да, чтобы вы
и успокоиться смогли, и дальше продолжить свой путь. Еще раз говорю, 5 минут, 5 шагов, вы у цели. Эта цель стоит и нервов, и сдерживаний, стоит всего. Что-то прекрасное вас ждет, воистину прекрасное. Дотерпите, мои хорошие, не бросайте, дотерпите, не нервничайте, пожалуйста. Так, еще момент. У кого-то отыграется, что есть человек, который не желает вашего этого достижения, вашей победы, либо вашего получения. Человек знает о ваших особенностях, знает, что вы можете психануть. И человек будет пытаться вас разозлить, знаете, как масло в огонь подлить, да, либо может провоцировать, говорит: да нет, там ничего не будет, там будет плохо, не делай, не ходи, не проси, что ж ты так унижаешься и прочее, прочее. Да? Специально будет это делать. Либо наоборот вас провоцировать, отвлекать с другой стороны, чтобы вы не дошли до своей цели. Значит так, фокус на свою цель, на свою, ну не знаю, проблему, на свою ситуацию и все. Все остальное пусть подождет. Вот дойдете, получите, а потом уже с остальным будете разбираться. Поверьте, блага вас ждут, нереальные блага. Такого в вашей жизни еще не было. Вот что вы получите, вот такого никогда не было. Действительно, вот прям счастливо себя почувствуете. Не нервничайте, держите себя в руках, держите. Придумайте себе какой-нибудь, ну я не знаю, может быть какую-то скороговорку, какую-нибудь там дыхательную технику найдите, да, чтобы вы могли в момент кризиса брать себя в руки, да, и отключаться от всех вот этих переживаний и острых желаний. Вот, это возможно. Это случится совсем скоро. Совсем скоро. Чуть-чуть. Капелюшечку просто подождите, потерпите, и все будет. Дальше, следующий момент. Чего вам следует опасаться? Ну, у кого-то мужчина вышел. Ваш мужчина. Вы либо общаетесь, либо встречаетесь, либо в паре. Вот он стоит с левой стороны, ну, я не знаю, муж, жених, возлюбленный, любовник. Вот. А сзади у него, видите, ушастый заяц стоит. Ваш мужчина трус. Я не знаю, как вы будете дальше жить с этой информацией, но вы должны об этом знать. Он трус. Он боится. Он боится что-то менять. Он боится куда-то двигаться. Он боится что-то предлагать. Он всего боится. Он жить боится. При этом он строит из себя, ну, просто звезду. Вот я такой крутой, да, там, круче всех яйца, выше всех звезд, да, а яйца-то мои и прочее. То есть очень много о себе говорит, как нахваливает себя. И вы верите, вы думаете: ну да, мужик, молодец, я с тобой не пропаду. Девчоночки, вы ошибаетесь, он боится. Если вы что-то планируете, либо вы ждете от него каких-то действий, скорее всего, в последний момент под любым предлогом, либо без предлога, неважно, да, он может дать заднюю. Вот по этому зайцу туда-назад и отойти. Как рак, да, рак назад пятится и в воду уходит. Вот это может приключиться с вашим мужчиной. Чтобы вы не разочаровались, чтобы вы, скажем так, разочаровались скорее не в нем, а в ситуации, да, в своей мечте, в своем желании, либо в своем порыве. Вы должны взять инициативу в свои руки. Да, он мужик, да, у него там яйца и все прочее. Но настоящий мужик в этих отношениях – это вы. Я понимаю, что не всем приятно это слышать, но так оно и есть. Так оно и есть. Вам придется взять ситуацию в свои руки. Не надейтесь вы на него, не найдите, не вытянет он. Ну как, заяц может быть львом, но не может. В принципе, это разные животные, разный даже вид животных. Не может, не будет, не станет. Вот он рядом с вами находится, он что-то вам пообещал, либо вы от него что-то ждете. В последний момент, как заяц, и в лес. Да, либо как рак, назад, и все, и в омут, как говорится, с головой. Девчоночки, берите в свои руки. Все, что можете сделать сами, делайте сами. На него не надейтесь. То же самое для тех, кто в треугольниках. Он будет обещать, он будет рассказывать вам сопливые истории, что все, я там на чемоданах, я ухожу, развожусь, что я только не делаю. Но это все будет вранье.
Мне очень жаль это вам сообщать, еще раз повторюсь, но это так и есть. Вы хотите его, ну тогда идите, соберите его вещи и привезите их к себе. Да, его за руку возьмите, да, лучше вот это наручники купите, один, значит, браслет к себе, второй к нему, и все, и так его приведете. Сам не дойдет. Я никого не осуждаю. Слушайте, я никого не осуждаю, просто есть разные типы, типажи людей. Есть люди смелые, есть отчаянные, есть там пассивные, активные, а есть трусливые. Ваш мужчина, он трусливый. Может, он таким родился, да? Либо стал под воздействием каких-то ситуаций. Это не суть. Суть, что если вы хотите, чтобы ситуация разрешилась, и разрешилась так, как вы хотите, значит, действуйте самостоятельно. На мужчину не надейтесь и не полагайтесь. Не сможет. Не сможет, не сможет и еще раз не сможет. Даже если он даст вам какие-то там клятвы жизнью, смертью, рождением, все равно не сможет. Вот все. Вот такой вот он человек. Так, девочки, идем дальше. Чего вам следует опасаться? Подругу свою опасайтесь. Подруга. Это у вашей подруги прям это, голова кобры. Подруга. Подруга либо сестра. Но вы прям дружите, вы постоянно общаетесь, она в курсе всех ваших дел. Что-то она какую-то злобу затаила на вас. Какой-то удар вам готовит. Знаете, либо подведет, либо расскажет какие-то ваши тайны, либо как-то очень нехорошо с вами поступит. Она на вас за что-то обижена. Либо вы действительно что-то сделали, и она обиделась, либо она обижена, что вы живете лучше, чем она, да, либо что вам там перепадает по жизни больше, чем ей. То есть, как бы обида, она же зависть. Очень неприятный момент, и с этим сделать-то ничего нельзя, да, но нельзя же человека там в лицо обвинить, сказать: ах, ты мне завидуешь, я знаю. Хотя вы чувствуете, вот какие-то были моменты, звоночки уже были, вы уже чувствуете. Ну, я так скажу, что-то делать она будет. Вот она уже все на последнем издыхании, уже не может себя держать в руках и что-то как-то себя очень некрасиво проявит. Для вас это будет прям, ну, удар. Удар и в спину, и в сердце, и в голову, понимаете? Вот настолько вы болезненно воспримете ее слова, либо ее поступок. Мои хорошие, что сделать сейчас? Не раздражайте ее. Не раздражайте. Не надо с ней делиться хорошим. Не надо ей говорить о своих планах, мечтах, там, чаяниях. Не надо, не раздражайте ее, не травите эту ее зависть. Не травите. Наоборот, вот вы с ней общаетесь, начинаете играйте роль плакальщицы. Да? Ой, у меня все плохо. Ой, у меня там все валится, рушится. Ой, я там самый больной человек в мире. Ой, все, как доживу до вечера, не знаю. И прям плачьте, плачьте по любому поводу. Понимаете, вот ничего хорошего про себя не говорите, даже нейтрального не говорите. Говорите только, вот, что у вас все плохо и все катастрофа. Вы обалдеете от ее улыбки, да, и как глазки у нее так повеселеют, заиграют. Она обрадуется тому, что у вас все плохо. И вот это ее зависть, она немножечко там, знаете, как поутихнет. Значит, в лучшем варианте это дистанцироваться от нее. Потихонечку отходить, пока совсем не сойдет на нет ваша дружба, да, ваши отношения. Ну, насколько это возможно. На сегодняшний день, на сейчас, ничего хорошего про себя не говорите. Ничем положительным с ней не делитесь. Наоборот, вот плачьте, страдайте, заламывайте себе локти и говорите: все, жизнь заканчивается, я самый несчастный в мире человек, и все, никто меня не спасет. Да? Так себя ведите. Но она, да, она прям уже, аж дергается глаз, да, как хочется вам боль причинить. Зависть, вот что делает с людьми зависть. Так, идем дальше. Чего следует опасаться? Ну, здесь какие-то связи родственные, они почему-то нарушены, либо вы поругались с кем-то из родственников, либо не общаетесь, может быть, живете друг от друга далеко. Это очень плохо, очень плохо.
Вам эти связи нужно восстанавливать. Чем раньше начнете, тем лучше. Знаете как? И вы нужны вашим родственникам, и ваши родственники будут нужны вам. Пусть не сегодня, пусть не сейчас, но в ближайшем обозримом будущем вопрос может стать очень острым. Вот. Не тратьте время зря, особенно на пустые обеды, какие-то претензии пустые. Начинайте налаживать связи. Это важно. Так, следующий момент. Чего следует опасаться? Девчоночки, ну у кого-то мужчина какой-то, ухажер, я не знаю, поклонник. Смотрите, у кого-то есть в интернете, но он такой обманщик, он такой лживый. Все, что он говорит, все неправда. Он правды вообще слова не сказал вам за все время. Все наврал. Вот от начала до конца все наврал. Может быть, он даже какой-то преступник. Ну вот знаете, мужчины, которые разводят на деньги женщин. Там, вроде как он себя показывает обеспеченным, состоятельным. Вот, а потом скажет: ой, представляешь, у меня там все украли, мне нужна там какая-то сумма, или ну, придумать, что сказать, да. Главное, что вы уже как влюбленная в него будете. Он же, смотрите, как над вами усиленно работает, чтобы влюбить вас, чтобы вы ему доверять начали. Какой-то мошенник, девочки, мошенник. Вы, ну я не знаю как, поищите, может быть, в интернете. Есть же там сайты, где девочки делятся мошенниками, да, они там публикуют фотографии мужчин, которые мошенники. Вот, и рассказывают свои истории, как они там пострадали. Может, вам стоит поискать такие сайты, поискать этого своего знакомого среди фотографий обманщиков. Но что-то с ним не так, девчонки, не так. И где-то он себя все-таки выдает, либо выдаст в ближайшее время. Будьте внимательны. Постарайтесь его проверить. Так, и еще момент. Здесь именно ухажер, мужчина. Может быть, общаетесь, встречаетесь, может быть, на работе какой-то мужчина. Ну, девчоночки, что сказать? У него к вам только интимный интерес. Интимного характера. Он какой-то извращенец-коллекционер. Да? Он коллекционирует моменты близости с женщинами. Обидно, но так иногда бывает. Главное, не влюбитесь в него, понимаете, не влюбитесь. Если вы в него влюбитесь, ну, девчоночки, ну это страдания, обиды, слезы. Зачем? Ему нужно только одно: с вами интимная близость. Все. Ради этого он готов там и деньгами пылить, царить, и признаваться, и на коленях стоять, но все готов. Нехороший он человек, непутевый. Грешник, девочки, это грешник. Так, еще чего вам следует опасаться. Тут какой-то бывший, девочки, причем такой, знаете, нерадивый бывший. Возможно, у вас есть детки, и этот бывший не платил алименты, никак не участвовал, не помогал. Либо он, либо от него придут люди, будут предлагать вам деньги. Не отказывайтесь от этих денег. Не надо проявлять свою гордость, что типа, ну, мы же как-то жили без вас, да, зачем нам ваши вот эти деньги. Хотят помочь, пусть помогают. Дают деньги, берите. Но тут прям предупредили, что не надо отказываться. Не надо. Вам не нужно ссориться с этими людьми. Вот так правильно сказать. То есть, если вы деньги не примете, то вы с ними поссоритесь. Вот. А потом могут быть всякие нехорошие вещи, да, либо неприятности. Возьмете деньги, но не хотите вы этих денег, ну понесете их в храм, либо раздадите бедным. Господи, делов там. Вот. А вообще каждый должен платить. Да, отец должен поддерживать детей, те же бабушки, дедушки, там, не знаю, дяди, тети, все же должны участвовать. Вот. Подумайте об этом, не отказывайте, чтобы не было неприятностей. А гордость вы свою потом, попозже проявите. Будет такой случай, будет такая возможность. Не переживайте. Так. В принципе, мои хорошие, и все. Хотя еще могу добавить, что вам нужно
быть менее доверчивым человеком и более, скорее, наверное, прагматичным человеком. Подумайте об этом. Не то, чтобы это было критично, но если бы вы усилились в прагматике и побольше бы проверяли вот людей на верность, на прочность, на честность, все бы было гораздо проще в вашей жизни. Вот поверьте. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.